хотели создать вот действительно первый настоящий сетевой барный проект. Да, вот такой бар, но сетевой формат. Бары делают многие, но сетевых проектов у нас получается практически и нет. Но сетевых проектов не было, что нам показалось достаточно странно. Почему? Потому что мы, в принципе, бухать любим. Да? То есть мы как страна, мы, в принципе, бухаем как надо. Мы, соответственно, подумали, раз нет, почему бы не сделать, да, там, вот, сетевой барный проект. Да? У нас реально с вами, если так думаться, огромная страна. Потенциал нашей страны просто огромен. Мы решили как? Дорогая, перезвоню, все-таки, да, мы берем помещения светлые, с окнами и стараемся. Да, вот мы помним самый темный наш ресторан, хотя окон достаточно много. Вот, дорогой, я перезвонил, мы открываем там, где можно продавать завтраки, там, где есть потенциал для продажи ланчей, там, где есть потенциал для вечернего, да, песнопения. Если локация позволяет, да, продавать завтрак, обед и ужин и компот, да, то мы открываем дорогая перезвоню. Если локация такова, что утром и днем там делать нечего, да, то есть нечего ловить утром и днем, то мы открываем в чистом виде бар-клуб. Да, вот так вот для себя разделяем этот формат. И я приезжаю в Алтуфьево, там, да, и я вижу огромный там, район, огромный район. И я понимаю, что мы там освоим 300 метров, 350. В чем логика? Да, как мы уже с вами говорили, как ресторан может колбасить больше денег. Есть два пути: увеличение количества чеков, либо увеличение среднего чека. Все, да, вот две составляющие, формула ваших продаж ресторана, количество чеков на средний чек. Как я могу увеличить количество чеков в ресторане? Что я могу сделать, чтобы в ресторане количество чеков было больше? А? Привлекать гостей. Первый путь привлечения гостей. Да, вот очевидный, я начинаю думать, ну как бы притащить в ресторан больше гостей, тогда у меня будет больше чеков. Но это первый путь. Второй путь, который многие, мы даже не знаем часто про него, и про него, может быть, не все даже и думают в повышенном режиме, что есть такой показатель, как частота посещений. То есть мне не нужны новые гости, не нужны. Да? Мне нужно, чтобы те, которые ко мне сейчас ходят, ходили ко мне чаще. Лояльную частоту покупок дает нам гораздо больше эффект. Да, я могу тут делать перетяжки, приходи ко мне в ресторан, там, да, и кто-то придет там какой-нибудь Петя и купит кружку пива, может быть. Но я вложу в рекламу, я предложу ему бесплатно какие-нибудь там сухарики, он просто так не придет, да, и я получу ту же самую лишнюю кружку пива, но с нового гостя. Это дорогая история, да, дорогое удовольствие. Зачем, если этот Петя уже здесь? Я его знаю. Вокруг Google пистолетов есть такой инструмент, называется карта торговой территории. Да, вот, упомянуть, что это такое. Каждый раз, когда мы открываемся, мы рисуем карту торговой территории. Все, что вокруг ресторана находится. Да, магазины, другие рестораны, офисные центры, фитнес-центры. Все. Мне важно понять, что вокруг меня, кто вокруг меня. Это мои будущие гости. Да? Я составляю карту боевых действий. Потом мы начинаем думать, что мы с ними делаем. Нас спрашивают, как вас вообще узнают эти люди? Мы честно отвечаем, да, кто-то проболтался. Кто-то рассказал, что здесь есть, и поэтому нас пишут. Мы практикуем такие так называемые софтовые плавные открытия, когда мы, например, запускаем ресторан, начинаем работать только вечером сначала. У нас нет пышного открытия, да? Просто какой-то день. Мы начинаем, открываем дверь, начинаем работать, да? Заходит первый гость, будешь работать, да? Забить. Ну вот обычно говорят, что там, гость в ресторане на первом месте. Мы для себя это все-таки наоборот. У нас сотрудник в ресторане на первом месте. Когда мы получаем менеджера, у нас приоритеты такие: сотрудник, потом гость, потом партнеры и общество, потом акционеры. Вот наша система ценностей, если можно так сказать, которая в нашей компании принята. Думай сначала о сотруднике. Человек, который приносит вам тарелку, часть моего предложения гостям. Бармен за стойкой – это часть моего предложения гостям. Если у меня нет этого бармена, нет этого официанта, который весел, коммуникабелен, активен, может поражать, я пока еще не готов даже звать гостя в ресторан. Поэтому вы можете ждать. Сначала позаботьтесь о том, чтобы твои сотрудники были готовы. Вот теперь гость.